Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. И сегодня мы с вами будем проходить тему постулата здоровья. Ребята, прочитайте ключевые слова, догадайтесь, о чем пойдет речь на уроке. Гигиена, отдых, труд, питание, режим, диета, спорт. Правильно, ребята. Сегодня пойдет речь о здоровье. Читаем и говорим. Упражнение 160. Прочитайте пословицы, соблюдая правильную интонацию. Какой общей темой они объединены? Опишите устно ситуации, в которых их можно использовать. Выпишите из пословиц имена существительные. Обозначьте окончание. Общая тема – отношение к здоровью, ребята. Их можно использовать в ситуации, когда необходимо подчеркнуть важность соблюдения режима, физической культуры, правильного питания для здоровья. Ребята, здоровье дороже богатства. Здесь, ребята, именно существительное здоровье, богатство. Отвечает на вопросы, что заболеть легко, труднее выздороветь. Здесь именно существительное нету. Третье. Куда редко заходит солнце, туда часто приходит врач. Здесь именно существительное. Имя существительное здесь врач. Нулевое окончание. Физкультура и труд здоровье несут. Физкультура, труд. Здесь именно существительное. Нулевое окончание. Лучшие врачи в мире – диета, свет, воздух, движение и вода. Здесь именно существительные диета, свет, воздух, вода. Здесь диета, свет, здесь нулевое окончание, воздух, нулевое окончание, движение, вода, здоровью. Упражнение 161. Переведите казахские пословицы на русский язык. Какая тема их объединяет? Первое. Денсаулық зор байлық. Здоровье – большое богатство. Тәні саудың жаны сау. Здоровый телом и духом здоров. Третье. Денің сау болса, жарлымын деме. Жолдасың көп болса, жалғызбын деме. Когда друзей много, не говори об одиночестве. Когда здоров, не говори о нужде. Төртіншісі, қай жерің ауырса, жаның сол жерде. Четвертое. Где болит, там и душа. Пятое. Аурудың жақсысы жоқ. Дәрінің тәттісі жоқ. Как нет приятной болезни, так нет и сладкого лекарства от нее. Шестое. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Как нет приятной болезни, так нет и сладкого лекарства от нее. Пока здоров, добро дорого. Заболеешь, жизнь дорого. Очень хорошо. Следующее упражнение. 162. Прочитайте, определите тему и основную мысль текста. Объясните смысл первого постулата. Выпишите существительные и распределите их по типам склонения. Постулаты здоровья. Забота о здоровье требует постоянных усилий. Чтобы сохранить здоровье, необходимо иметь представление о работе человеческого организма и знать
особенности своего тела, организма. Соблюдать личную гигиену, поддерживать в чистоте тело, ежедневно принимать водные процедуры, иметь индивидуальные средства гигиены, зубную щетку, полотенце, расческу и так далее. Третье. Соблюдать режим дня, в одно и то же время принимать пищу, засыпать и просыпаться, чередовать работу с отдыхом. Четвертое. Спать не менее 7-8 часов в сутки. Пятое. Правильно и регулярно питаться, не передать, следить за весом, регулярно делать зарядку, заниматься спортом, больше двигаться. Седьмое. Закаляться, чаще бывать на свежем воздухе, на природе. Соблюдать все эти правила значит вести здоровый образ жизни. Значит, ребята, здесь определите основную мысль. Основная мысль здесь тема о соблюдении правил сохранения здоровья. Основная мысль – надо заботиться о здоровье, а для этого соблюдать правила и вести здоровый образ жизни. Карточка информатор. Постулат. Дәлелдеусіз қабылданатын негізгі пікір. Гигиена – система действий для поддержания чистоты здоровья. Жить в согласии, береке, бірлікте өмір сүру. Упражнение 163. Ответьте письменно на вопросы, используя вводные слова, выражающие уверенность, неуверенность, различные чувства, порядок мыслей. Первое. Почему забота о здоровье требует постоянных усилий? Потому что только усилия и регулярность приносят результат. Второе. Для чего нужно знать особенности своего организма? Во-первых, чтобы хорошо знать строение организма и те процессы, которые в нем происходят. А во-вторых, чтобы понимать, что принесет организму пользу, а что вред. Третье. Какие из этих правил вы соблюдаете? Я соблюдаю все перечисленные правила. Четвертое. Какие из них вы иногда нарушаете? Часто ленюсь делать утреннюю зарядку, да, ребята? Пятое. Согласны ли вы с данными постулатами, ребята? Конечно, согласны с данными постулатами. Дальше. Упражнение 164. Составьте текст повествования на тему «Как я соблюдаю постулаты здоровья». Встаю каждый день в 7 часов утра, заправляю постель, делаю зарядку и иду умываться. Завтракаю, до школы иду пешком, хотя можно и проехать одну остановку на автобусе. После уроков хожу в секцию по футболу. Мы с ребятами играем в футбол 2 раза в неделю. Иногда играем в зале, а когда позволяет погода, то играем на улице на свежем воздухе. Я стараюсь закончить уроки за 2 часа до сна. Ужинаю обычно в 7 часов. Затем совершаю вечернюю прогулку перед сном. Каждый день ложусь спать в 21:00. Очень хорошо. Дальше укажите верные или неверные ответы. Если хочешь быть здоров, то больше двигайся, тренируй физически свое тело. Верно. Занимайся утренней гимнастикой. Верно. Ложись спать в разное время. Неверно. Сиди часами за компьютером. Нет, конечно, за компьютером нельзя часами сидеть, да, ребята? Неверно. Занимайся бегом. Верно. Устное задание, ребята. Зайдите в интернет, поиск Google и выпишите несколько высказываний о здоровье, ребята. Объясните их смысл. Нарисуйте волшебный букет здоровья, используя материал урока.
В мире нет ничего такого, из-за чего стоит портить нервы, ребята. Эпиктет – это значит, что не стоит волноваться по пустякам, ведь нервозность очень подрывает здоровье, ребята. Здоровый нищий, счастливая больного короля. Артур Шопенгауэр – это значит, что самое главное не деньги, не статус, не богатство, а именно здоровье. Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них. Упражнение 165, ребята. Составьте сегмент к слову здоровье. Душевное, физическое, соблюдать, укреплять, закалять. Надо заботиться о здоровье. Спасибо, ребята, за внимание. До свидания.